ну, вы знакомы, наверное, с кофе Nespresso, которые вот эти маленькие капсулки из кофе, они запакованы в капсулах, сделанных из алюминия. И художники ставят такой вопрос, насколько вообще этично и энергетично и вообще разумно использовать такой ресурс, как алюминий, как упаковку. Потому что вот здесь вы видите, здесь такие часики, и вот эти использованные алюминиевые колбочки от кофе Nespresso, смешанные с кофейной использованной гущей, туда добавлена соль и кусочек меди. И вот эта вещь работает как батарейка. То есть алюминий катод, медь анод, и вот эта батарейка производит энергию, которой достаточно, чтобы эти часики тикали. Вот. И следующая работа — это работа словенского художника, который живет в Амстердаме. Он тоже, кстати, сотрудничает с нашей лабораторией. И эта работа представляет собой виртуальный ветер. То есть такие 4 стенки фена в помещении внутри, а на крыше, опять же, все эти работы, эти художники делают исследования, они создают, они пишут программу, они делают хардвер. Это не то, что они могут пойти в магазин и купить вот это что-то где-то. Это все делается с нуля. Все вот эти как бы игрушки, такие очень сложные. И подчастую они требуют научной экспертизы, научного исследования. Вот эти вот 4 стенки фенов, они, значит, на крыше стоят сенсоры ветра, которые улавливают направление ветра. И находясь в комнате, и вот эта комната, эта инсталляция особенно здорово смотрелась в этой комнате, потому что вы видите, что одна стенка там полностью из стекла. И там растут такие большие красивые деревья, то есть вы можете видеть, как движутся эти деревья, и эти фены создают в комнате такие же потоки ветра или максимально приближенные к тому, что в этот момент происходит на улице. То есть как бы вот такая архитектура, как укрытие, как то, что нас укрывает от среды. Ну тут тоже задается такой вопрос, может быть, ветер и вот его ощущение на вашей коже — это очень приятное нечто. И Тао, так зовут этого художника, у него 4 работы из этой серии. Одна работа, в которой он воспроизводит с очень такой научной точностью яркость солнечного цвета в комнате, что является совсем непростой задачей. И эту работу он покажет в нашей лаборатории в январе. Также у него есть работа с виртуальным дождем, которые, в общем, как тоже сенсоры, которые стоят на улице, и если идет дождь, то в галерее тоже идет дождь с такой же интенсивностью. И это кажется так просто, да, такая простая идея, но когда ты начинаешь работать со всеми вот этими флюидными потоками, это сложнейшая математика, это очень сложно, это технически осуществить очень-очень-очень сложно. И последняя работа, о которой я бы хотела поговорить, это моя работа и работа Дмитрия, которая называется «Камера Люсида». Вот в Загребе нам для нее построили такую геодезическую палатку с диаметром примерно 8 метров, и так как для этой работы нужна абсолютная темнота, им пришлось ее обтянуть 4 слоями ткани и сверху еще покрыть вот таким космическим одеялом, отражающим, чтобы там была полная темнота. Но тем не менее они справились с этой задачей, и вот в таком прекрасном футуристическом объекте мы показывали нашу работу. Значит, эта работа представляет собой сферу с 60 литрами воды и 3 ультразвуковыми динамиками, которые напрямую как бы вделаны в воду. И эта работа это что-то наподобие музыкального инструмента, то есть ее невозможно там нажать на кнопку, то есть эту работу может посмотреть только 8 человек за один раз. То есть либо я, либо Дмитрий, мы заводим людей в полную темноту, они не имеют никакого понятия, что будет происходить, и
требуется примерно 5 минут адаптации. И потом мы включаем эту установку и начинаем на ней играть ультразвуком. И то, что происходит, это явление звуколюминесценции, очень загадочное явление, которое было открыто в начале 20 века, в 30-е годы, немецкими учеными, совершенно случайно. Значит, когда ультразвук проходит через жидкость, он схлопывает мельчайшие пузырьки, микронные, невидимые, очень-очень маленькие, и он создает в них вакуум. И вакуум обладает огромной энергией, особенно если он окружен таким плотным веществом, как вода, например. И эти пузырьки начинают схлопываться с огромной скоростью, и вот эта энергия кавитации, схлопывания, она вся трансформируется в свет. То есть через некоторое время после нахождения в темноте ты начинаешь видеть такие светящиеся звуковые поля. И это, конечно, очень мистический опыт, и она выглядит такого голубого цвета, потому что большинство излучения у этого света, который выделяется в момент звуколюминесценции, в ультрафиолетовом спектре. То есть в спектре, который недоступен человеческому глазу, но камеры к нему достаточно более чувствительны, чем человеческий глаз. А то, что видит человек, это, ну, вот я бы назвала это белым цветом. Хотя информации настолько мало, что когда ты первый раз видишь эту работу, каждый человек видит разные цвета. Иногда там розовый, зеленый. То есть это такая очень внутренняя работа, которая тестирует границы вашего восприятия. И другим таким открытием в работе со звуколюминесценцией было то, что мы увидели, что звук движется по спиралям. То есть вот эти все синусоидные волны, которые рисуют в учебниках физики, конечно, такого в природе не существует. Но очень много спиралей мы увидели в движении звука. 2 года мы консультировались с учеными, и вообще в мире очень немного ученых, которые занимаются звуколюминесценцией и которые вообще когда-либо ее видели. Всего, я бы сказала, 5 или 10 максимум лабораторий. И в 90-е годы звуколюминесценция была очень горячей темой исследования, потому что американская армия выделила огромные деньги, потому что были такие подозрения, что с помощью звуколюминесценции можно достигнуть холодного синтеза. Но пока что это не подтвердилось. И на сегодняшний день звуколюминесценция не имеет практического применения, поэтому практически все исследования остановлены на эту тему. То есть мы, конечно, продолжаем это, потому что мы не ученые, мы не связаны тем, что у этого явления должно быть практическое применение. Нам достаточно того, что оно как бы дали человеку очень глубокий мистический опыт. И просто увидеть нечто такое на грани восприятия, когда половину того, что ты видишь, мозг просто придумывает, потому что мы очень редко находимся в таких условиях, такой полной темноты, когда можно видеть отдельные фотоны. А наши органы чувств — это очень тонкие инструменты. Например, глаз может воспринимать до 7 фотонов. А когда мы воспринимаем такие маленькие пакеты информации, мы уже приближаемся к квантовому миру. И я даже, конечно, не могла помыслить, когда вот я начинала свои первые работы с Дмитрием, что мы сможем работать с какими-то квантовыми явлениями и позволять публике, позволять людям переживать такие явления с помощью органов чувств. Потому что все знание об этих феноменах и явлениях, оно приходит в основном из исчислений и записей инструментов и каких-то записей, снимков. Это невозможно увидеть или почувствовать, или понюхать. Это все с помощью сверхмощной аппаратуры. Хотя сейчас мы с Дмитрием готовим новый проект с так называемый Cloud Chamber. Это один из первых экспериментальных аппаратов, в котором можно видеть отдельные электроны и следы электронов, и как движутся электроны. И когда мы все-таки
после 2 лет общения с учеными, которые говорили нам, нет, это невозможно, и вы никогда этого не сделаете, и вы просто теряете свое время зря, мы все-таки встретили одного очень гениального ученого немецкого, Вернера Лаутерборна, который является, сейчас он уже на пенсии, но в те годы он был директором Института вибрационной физики в Геттингенском университете. А Геттингенский университет является колыбелью квантовой физики. Там работал Шрёдингер, и это очень... Там находится Маркс План институт в Геттингене, это космическая программа Германии, и вот мы работали в этом университете, там мы делали... И когда мы встретились с этим ученым, и это было в Японии, на конференции по звуколюминесценции, и он поговорил с японскими учеными и сказал, это возможно, уже японцы сказали да, и они стали нам помогать, и в итоге мы сделали вот эту первую версию, которая потом, на сегодняшний день у нас уже 5-я версия этой работы, то есть мы как бы ее все отшлифовываем, мы делаем это все ярче и ярче, и более воспринимаемым. Но то, что происходит в момент схлопывания этого пузырька, это происходит на самом деле в микромире. То есть это то же самое, что смотреть на звезды, которые находятся на расстоянии световых лет, и вдруг ты видишь какой-то масштаб космический, который, в общем-то, запредельный, но какой-то свет вот из этого очень далекого пространства до тебя доходит. И вот это то, что происходит при восприятии камеры люсиды, при восприятии звуколюминесценции. И когда вот эта работа у нас получилась, мы поняли, что можно с помощью органов чувств войти в этот мир и его осознать и прочувствовать. И с тех пор это стало нашим как бы основным эстетическим поиском. Работа вот с такими феноменами, с такими эфемерными и запредельными сущностями. И все как бы эти вещи, они не являются твердой материей. Мы в основном работаем с жидкостями, с газами, с ультразвуком, то есть с чем-то очень флюидным. И художники всегда пытались остановить мгновение и затормозить течение времени и сделать какой-то объект, чтобы вот оно застыло. Но у нас как бы совершенно иной импульс. Мы наоборот хотим лететь вслед за электроном. Ну, изначально нас интересовали различные вибрационные процессы. Потому что если обратиться... Вот мне Андрей Савицкий на днях прислал такой фильм, советский научпоп, на тему наномира, снятый, я не знаю, там, в 70-е годы. И они вот так погружаются в пространство за уже константой Планка. И в те времена они говорили о том, что, ну, скажем, на ядерных масштабах, то есть электрон — это такой как бы... Он движется по кругу со скоростью света. Но когда ты проходишь еще на 20 порядков ниже, там уже скорости во много-много-много раз выше скорости света. И когда я это услышала, я так порадовалась, потому что на сегодняшний день как бы в официальной науке нету скорости выше, чем скорость света. Но мы-то знаем, что такие скорости есть. И на сегодняшний день уже в науке появляются первые статьи, это сколько, 40 лет спустя, что да, существуют скорости выше скорости света. И вот начиная от скорости света, там уже нету никаких объектов, ничего твердого. Там все как бы волны, электромагнитные, фотоновые, там все как бы такие колебания, волновые процессы, то, что я называю сеткой бытия. И вот это вот как бы вот, прощупать эту сетку бытия, и именно все процессы трансформации энергии, передачи энергии, процессы мысли, они осуществляются в этом пространстве. Они не осуществляются вот в этом пространстве, которое мы видим сейчас. Вопрос.
как все-таки складывается взаимоотношения с учеными? В смысле, кто открыл вот эту свою красоту, выявил, кто является автором? У меня вообще была идея показать вам фотографию звуколюминесценции, которую сделали ученые, и сравнить ее с нашими образами. К нам до сих пор обращаются из всяких научных изданий, нас просят наши фотографии, потому что то, что, у ученых, у них вообще нету такой задачи что-то воспринять органами чувств. Эту фазу уже проехали давным-давно. Сейчас все воспринимает техника, и все фиксирует техника, потому что все фиксируется с такой точностью, что, и вообще органы чувств, они не точные, они аналоговые. А наука, это первым делом, это математика. Это, в общем, язык математики, там совершенно другой дискурс в науке. Но что касается авторства, то, конечно, я придерживаюсь такого девиза алхимиков, что природа является учителем, и надо следовать за ней. И ученый, художник, он идет за природой, и она ему открывает свои тайны. И поэтому вот этот фильм про «Попробуйте мусор», он очень важен, потому что в погоне непонятно зачем мы уничтожаем вот этот источник знаний, в котором все открыто и все нам дано, и надо просто туда прийти и оттуда почерпнуть все знания. И вот оно там. То есть я бы хотела себя считать соавтором природы, если я могу посягнуть на такое высокое звание. А работать с учеными очень сложно, потому что на сегодняшний день такая специализация очень жесткая, и очень мало таких ученых, как вот этот израильский ученый, о котором я говорила, который работает и в области, такой леонардовский ум, который работает и в области информатики, физики, астрономии, биологии, всех областей сразу, и рассматривает все процессы именно с такого комплексного взгляда, со взгляда художника. И как раз миссией нашей лаборатории является то, что мы уже давно с огромным трепетом относимся к тому, что происходит в науке на сегодняшний день. Для нас это беспрекословная ценность. Но ученые тоже должны найти такую же ценность в искусстве. И научный поиск должен быть одухотворен стремлением художника к прекрасному и к сотворчеству с природой, потому что на сегодняшний день наука очень сильно регулируется тем же рынком, тем практическим применением, и вот это тоже немножко притупляет научную фантазию и научный поиск. Поэтому это очень важно, чтобы художники работали с учеными, особенно сегодня.